Власти Таджикистана обеспокоены ростом интереса к исламу среди подростков. В Кыргызстане требуют отставки президента. В Хабаровске предотвратили теракт. Задержан трудовой мигрант. Прокурор Сагдийской области Таджикистана Хабибулло Вахидов на пресс-конференции по подведению итогов первого полугодия 2020 года выразил обеспокоенность властей в связи с ростом числа молодого поколения, обучающихся исламским знаниям. Он отметил, что если в аналогичном периоде 2019 года на территории области было зарегистрировано всего 3 факта так называемого привлечения к тайному обучению вопреки запретам властей, то за первое полугодие 2020 года установлено 11 подобных случаев, и этот факт очень беспокоит, заключил прокурор. По 2 таких факта зарегистрировано в Худжанде, Исфаре, Пенджикенте и Диваштиче, и по 1 в Канибадаме и Аште, сообщил Вахидов. В отношении мул за привлечение несовершеннолетних к незаконному религиозному обучению возбуждено дело по статье 474, часть 1 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях. Наблюдатели отмечают, что несмотря на существующие запреты властей и грозящие наказания, начиная от административной ответственности и штрафа и вплоть до уголовной ответственности, жители страны стараются дать своим детям исламские знания. Также и некоторые религиозные деятели даже под страхом наказания не оставляют свою практику обучения подрастающего поколения исламу. В Кыргызстане заблокировали сайт петиций Change.org, где размещались коллективные обращения граждан различных стран. Пользователи соцсетей сообщают, что большинство операторов связи закрыли доступ к сайту. В частности, на конец 16 июля операторы Мегаком и Билайн, также интернет-провайдер Акнет и Хомлайн закрыли доступ к сайту. Это произошло после того, как на сайте была опубликована петиция за отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Мы говорим лишь про их поступки. Плохих поступков со стороны чиновников в последнее время действительно хватает, и об этом пишут все СМИ. Корреспондент Хабархо попытался разобраться в произошедшем и побеседовал с известной журналисткой из Кыргызстана Перизат Кыргызбаевой. В Кыргызстане сложилось весьма плачевное положение в связи с эпидемией COVID-19, и это непосредственно связано с ненадлежащими действиями властей. На этом фоне возникло большое недовольство среди широких слоев населения, что послужило возникновению петиции с требованием инициировать процедуру импичмента президента. Блокировка сайта говорит о том, что власти всерьез опасаются развития данной инициативы, которая в конечном итоге может привести к отставке президента. Данной блокировкой нынешнее правительство исключает возможность смены власти мирным путем. Таким образом, власти могут подтолкнуть население к силовому методу смены власти, тем более у народа имеется опыт в этом. Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала видео о задержании так называемого террориста, якобы готовившего теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей, сообщили ФСБ журналистам. На видеозаписи видно, что задержание произошло в одном из дворов. Мужчину вытащили из его машины, после чего он разложил на асфальте содержимое своего рюкзака, несколько бутылок с зажигательной смесью, флаг и нож. А вчера произошло событие, которое напугало часть хабаровчан, которые не понимают, что такое постановочные теракты и постановочное предотвращение терактов. Эксперты и независимые журналисты сразу же заявили о фабрикации. Даже известный русский националист Дмитрий Демушкин, несмотря на свои взгляды, выразил недоверие по поводу этого задержания. На своей странице в Facebook он заявил:
Я человек, которого задерживали спецназом десятки раз. Увидел для себя много удивительного. Впрочем, судя по комментариям под видео, не я один. Что мы видим? Двое спецназовцев бегут без оружия, без бронежилетов, открывают дверь в машине террориста и задерживают его. Интересно, а если бы дверь оказалась закрыта или оттуда начали стрелять? Это же террористы. Далее видно, что, осуществляя захват, спецназовцы не трогают водителя. Его нога попадает в кадр, машина праворукая. Он спокойно сидит там все время, пока записывается видео. Задние стекла машины и вовсе затонированы наглухо. Спецназовцы не могли видеть, что там происходит, подбегая к машине. А теперь внимание. Сотрудники предлагают террористу самому вынимать все, что у него есть в рюкзаке. Вот тебе исламский террорист, который готов умереть на джихаде, написал Демушкин. Друзья, теперь давайте посмотрим и пообсуждаем здравомыслием. Вот смотрите, для чего они это делают? Правильно, для того, чтобы запугать и так уже пуганный народ. Смотрите, 6-й день в Хабаровске происходят митинги, и я уверен, это будет дальше и дальше, пока они не даст. Примечательно, что некоторые российские оппозиционные активисты прогнозировали постановочное предотвращение теракта сразу после начала массовых демонстраций в Хабаровске, отмечая, что спецслужбы часто используют такой прием. Напомним, что в Хабаровске вот уже на протяжении последних 10 дней не утихают антиправительственные протесты, начавшиеся после ареста губернатора Сергея Фургала.